Вопросы природопользования и экологии всегда вызывают живой интерес общественности, и обсудить некоторые актуальные из них мы сегодня пригласили в нашу студию председателя постоянного комитета ИЛТУМЭН по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимира Прокопьева. Владимир Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Михайлович, вот на днях большим событием для Нюрбинского района, и не только для него, в целом для республики, наверное, можно так сказать, да, стало открытие моста через реку Марху. Вообще, что это открытие даст жителям, получается, близлежащих районов, и какие еще объекты в планах ближайших? Безусловно, строительство моста через реку Марха – это событие огромной важности не только для Нюрбинского улуса, но и всей Вилюйской группы улуса в целом нашей республики, поскольку это один из первых серьезных шагов для соединения нескольких регионов в центральной части Российской Федерации. То, что буквально в ближайшие дни глава нашей республики Арсений Сергеевич Николаев добился принятия решения о финансировании строительства моста через реку Лена и, финансирование строительства 4 мостовых переходов через реку Вилюй вселяет очень большую надежду, поскольку в случае строительства данных очень важных объектов в ближайшие десятилетия в целом в экономике нашей республики произойдут позитивные, очень серьезные изменения. Вот почему очень важно строительство первого мостового перехода, притом не простого, а судоходного моста, который соединяет две части Нюрбинского района и в целом на две части весь Вилюйский регион. Вот вы недавно приняли участие в парламентских слушаниях, да, под названием «Спасение лесного фонда», проходил в Государственной Думе, и вот нам известно, что вы озвучили позицию республики. Расскажите о чем речь шла непосредственно. Да, буквально в июне этого года у нас в Якутске проходил один из этапов лесного форума. Это очень такая серьезная площадка, где обсуждаются все проблемы лесного хозяйства, лесной отрасли в целом. Мы в Якутске также обсудили эту проблематику со своими особенностями, а у нас этих особенностей достаточно много. И мы и на этой площадке, и в Государственной Думе, когда подводили итоги от лесных форумов, проведенных в субъектах Российской Федерации, в том числе и я от имени Якутии выступил с рядом предложений. Еще раз подчеркнули прежде всего необходимость внесения существенных изменений в методику распределения субвенций из федерального бюджета на реализацию переданных полномочий в области лесных отношений, поскольку от этого все зависит практически, поскольку вопрос финансирования. Мы сегодня считаем, что существующая методика, она несправедлива, она не учитывает и площадь лесных угодий отдельных субъектов, поскольку Якутия занимает почти 1/5 часть лесной зоны Российской Федерации, это огромная площадь. При этом по методике получается, что мы рассчитываем на небольшие суммы. Поэтому возникают и сложности с тушением пожаров и с профилактическими работами. Поэтому прежде всего наши предложения, имеется в виду республики, сводились в необходимости срочного изменения этой методики. И хочу сказать о том, что буквально недавно принято постановление правительства Российской Федерации, вносящее определенные изменения, но пока это только первые шаги. Первые шаги мы ожидаем еще более серьезных и ощутимых действий со стороны федеральных органов власти. Это первое. Второе, мы говорим о необходимости проведения завершения работ по лесоустройству для того, чтобы получить реальную достоверную картину о нашем ресурсе. В нашем ресурсе оценка, качество и прочие вещи, они должны отражаться именно в этом документе. К большому сожалению, последнее лесоустройство на севере Российской Федерации, в том числе у нас в Якутии, проводилось лет 30-40 тому назад. То есть информация, она устарела. Ее надо обновлять для того, чтобы принимать правильное управленческие решения. Далее, обозначен был вопрос о необходимости изменения зон космического мониторинга. Сегодня ситуация такова, что
фактически тушению подлежит только небольшая часть земель лесного фонда, чего не должно быть. Мы говорим о необходимости пересмотра зон космического мониторинга с тем, чтобы тушить максимальное количество площадей, если не все, то максимальное количество площадей лесного фонда подвержено пожарам. Вот получается, что мы в соответствии с этим федеральным законом за счет федеральных источников должны заниматься тушением пожаров только в зоне, значит, в наземной зоне ответственности и в авиационной зоне, значит, ответственности. Это составляет порядка всего лишь 15-20% территории. Ну, так не должно быть. Ну, фронт работы действительно большой, но мы знаем, что недавно завершился 4-й съезд инженеров Якутии, где вы также приняли участие, и тема там была затронута, именно связанная с месторождениями в Арктике. Вот расскажите поподробнее. Ну да, значит, там в основном шел разговор о взаимоотношении недропользователей с местными органами государственной власти, в целом с органами государственной власти и общинами коренных малочисленных народов. Эта тема для нас достаточно актуальная, поскольку значит, у нас действует на территории республики достаточно большое количество недропользователей. В связи с развитием Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации их количество будет увеличиваться, то есть у нас будут недропользователей существенно больше, соответственно, будет работать больше. При этом мы понимаем, что любая деятельность, значит, связанная с окружающей средой, имеет определенное воздействие на эту же среду. То есть речь идет об экологии, об охране окружающей среды и так далее, и так далее. Но в силу действующего федерального законодательства, значит, большая часть платежей за пользование недрами, значит, направляется в федеральный бюджет. Вот. В этих условиях, особенно органам местного самоуправления, достаточно сложно решать свои социальные и экономические проблемы, поскольку доходов от деятельности вот этих недропользователей они практически не получают. Вот поэтому мы предлагаем, значит, недропользователям принимать активное участие в социально-экономическом развитии соответствующих территорий, то есть и поселений, и муниципальных районов, также Республики Саха-Якутия. Вот почему мы в прошлом году приняли один из уникальных в правовом поле Российской Федерации законов, закон Республики об ответственном недропользовании, где достаточно четко прописаны все правила игры, где мы говорим о том, что добросовестный, социально ориентированный недропользователь добровольно должен заключать соглашение для участия вот в этих процессах. Это раз. Во-вторых, должен вестись государственный и общественный мониторинг деятельности вот этих компаний недропользователей по, значит, охране окружающей среды, по участию в социально-экономическом развитии и так далее, для того, чтобы определить определенный рейтинг, который может повлиять на их дальнейшую судьбу. Вот примерно достаточно много таких значит, правил прописаны в этом законе. Правительство нашей республики в рамках реализации данного закона разрабатывает ряд подзаконных актов, и с 2020 года наш принятый закон он должен заработать. Это раз. Во-вторых, мы уже на федеральной площадке в Государственном Думе, Совете Федерации, значит, обсуждаем вопросы внесения изменений в закон о недрах, федеральный закон, с тем, чтобы, значит, в условиях лицензирования, в условиях лицензии, предоставленной недропользователю, было четко говорено о том, что этот недропользователь обязан заключить соответствующее соглашение для участия, значит, в работе по социально-экономическому развитию тех или иных территорий. Это очень важный момент, и при этом нас поддерживает достаточно большое количество субъектов, и эту тему мы на разных федеральных площадках обсуждаем достаточно давно. У нас находится законодательная инициатива, внесенная еще в 2015 году. Вот. Ну, с переменным успехом мы двигаемся, очень надеемся, что
когда-либо, значит, все-таки вот наша инициатива найдет отражение в этом законе, тогда у нас появится императивная норма о необходимости участия вот этих недропользователей. Поскольку не секрет, что все-таки значит, рентабельность многих, особенно горнодобывающих компаний, она достаточно высокая. Владимир Михайлович, ну, если очень коротко хотелось бы спросить, что в следующем году в Якутске пройдет заседание Комитета Госдумы. Да, ну, пока, в принципе, рано говорить, но все-таки хотелось бы узнать ключевые моменты какие-то. Коротко. Ну да, значит, мы ожидаем в середине следующего года проведения выездного заседания постоянно профильного комитета Государственной Думы. Это очень серьезный комитет, возглавляемый Николаем Петровичем Николаевым, который у нас уже был 2 раза, вот в следующем году собирается, поскольку у нас проблемных вопросов в области законодательства, в области природопользования, природных ресурсов достаточно много. У нас очень много постановочных вопросов, у нас очень много проектов, касающихся недропользования, природопользования, лесных отношений, водных, земельных и прочих Владимир отношений. Михайлович, ну, действительно, видим, работы очень много, и я думаю, что на эту тему мы обязательно еще с вами встретимся и уже более детально обсудим те вопросы, которые будут обсуждены во время приема Государственной Думы, Комитета Госдумы. Я напомню, сегодня гостем студии был председатель Постоянного комитета ИЛТМН по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев. Якутия-24 следит за развитием главных новостей. Оставайтесь на канале, не переключайтесь.